Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мы здесь с Анзором во Львове 21 апреля 2022 год в столице, так называемой бандеровской столице, перед оперой Львовской. Анзор, зачем вы сюда приехали? Как я сказал сейчас в другой своей записи, да, тоже сделал. Не как туристы, работы много. Ага. И обо всем я сейчас буду говорить, Ага. какие планы. Потом увидят. Я так понимаю, у тебя свои какие-то индивидуальные планы, наброски, которые ты собираешься реализовать. Когда началась война здесь, в Украине, я сразу понял, что я туда поеду. Я по-любому, в любом случае должен попасть туда, должен быть там. Мне, знаешь, много там разговоров, что вот чеченцы, там все хотят демонизировать нас, скажем так. Но никто не говорит, что здесь, в Украине, мало кто говорит, что здесь, в Украине, есть наши братья, есть чеченцы, есть не только чеченцы, есть другие национальности, да, наши братья, которые воюют вместе рядом с украинцами против российских оккупантов. Вот, хочу познакомиться с ними, увидеться с ними. Это, к примеру, там у нас есть несколько батальонов имени Джохара Дудаева, имени шейха Мансура. Батальон Крым. Крым есть. Да. Ну, то есть много чеченцев воюют против российских оккупантов. И будут стоять до конца. Что скажем нашим друзьям, кадыровцам? Они же говорили, что где евро-ичкерийцы. Вот евро-ичкерийцы здесь это приехали. Ислам, ты их, может быть, не очень хорошо знаешь, но я имею в виду, что я знаю этих Говори. ушлепков очень хорошо. И даже знаю лично. Это, знаешь, такие трусы. Лишь только трус может стать предателем своей отчизны, родины, семьи, своего народа. Это трусы. Ими пугали, к примеру, украинцев, да, вот там кадыровцы зашли в Украину, сейчас будет там начнется. Да ничего не начнется. Это не войны, это трусы. Тиктокные войска. Это на самом деле тиктокные войска, это не войны. За что они воюют, к примеру, да? За что они участвуют там в этой войне, русско-украинской войне? За деньги. И все. За 300 тысяч Да, деревянных за 300 тысяч. Когда у нас, например, шла война, ни одного человека вообще не было. Ни чеченца, ни чеченца, там, украинцы приезжали к нам воевать против российских оккупантов. Никому деньги не давали. Не было наемников. Не было. Все было добровольно. Но Россия всегда пыталась говорить, что иностранные наемники приезжают, там, снайпера и так далее. Интересно, чем платили чеченцы иностранным наемникам, когда у них самого не было, у самих не было ничего. Аслан, ты рассказывал, да, многие, что там, Аслан Асхадов, да, отец, что он с $5000, с 10 тысячами долларов командовал там 1500 армии, так сказать. То есть денег не было ни на что. И это было месяцами люди выживали, но воевали и показали всему этому миру, что мы способны воевать, что мы способны бороться за справедливость, за наше право дышать свободным воздухом, чистым нашим горным свободным воздухом свободного Кавказа. На самом деле, да, так есть. Мы воевали, можно сказать, голыми руками. Не было никакой поддержки ни с одной страны. Политической не было словом, тем более не было с оружием. Мы воевали так, что нам приходилось забирать у них трофеи. За счет этого? Вот, за счет этих трофеев, боеприпасов мы могли воевать против такой армады. К нам в республику вторглись все виды войск, которые существуют в Российской Федерации.
вторглись в нашу республику такими же методами, как сегодня в Украине, те же самые ракеты «Земля-Земля», танковые дивизии, артиллерия, самолеты, вакуумные бомбы. Все это падало на нас. Это как, На нас. То есть совершался геноцид. И мы воевали против какой-либо поддержки. И я даже вот уверен, что вы видите, как Украину сегодня поддерживают, помогают. Я очень рад этому, что люди в мире открыли глаза, что люди поняли, кто на самом деле террорист. Это Россия. То есть те руководители, которые управляют сегодня Россией, это мафия. Теперь люди поняли, что нет никакого исламского терроризма. да. Есть вот эти фашисты, которые вторгаются в Украину, на чеченскую землю, и почему-то какую-то далекую Сирию летят и бомбят мирное население. Кто террорист? Здесь нужно было бы также отметить, что те теракты, которые происходили на территории Европы, многие из них были организованы Российской Федерацией через руки ультраправых. Ультраправых мы видим, как ультраправые поддерживают Россию, а Россия их поддерживает. И она сыграла на так называемом миграционном кризисе, выставляя мусульман какими-то чудовищами, взрывая какие-то, устраивая там теракты и так далее, чтобы настроить европейцев против мусульман. Так же, как она в свое время настраивала весь мир против чеченцев, взрывая дома по России, взрывая своих собственных мирных жителей. Это каким нужно быть мерзким, бесчеловечным существом, чтобы взрывать своих собственных людей. Представь, на что он способен в отношении чужих народов, если он своего человека так не любит. Да, в 99 году этот бандюган Путин убил своих граждан, взорвав мирные гражданские дома, где жили мирные жители, россияне. Он взорвал их ради того, чтобы прийти к власти, обвинив чеченцев в этом, обвинив в терроризме, подрыве этих домов, и начал войну. То есть он, ему безразлично, где умирают люди, какие люди умирают, русские, там, украинцы, чеченцы, лишь бы продвигать свои интересы. Я хотел бы показать, если кто-то будет говорить, я уже на своем это показывал, но еще раз покажу. Кто-то будет говорить, что мы сюда приехали там неделю назад, сняли, уехали. Сегодня 21 апреля 2022 год. Вот телеграм-канал Рамзана Кадырова. 2 миллиона подписчиков. Посмотрите, вот его последняя сегодняшняя аудиозапись. Вот вчерашняя его публикация. Друзья, сегодня на всех рубежах наблюдается положительная динамика, бла-бла-бла и так далее. Чтобы все знали, где мы находимся и когда мы находимся. Кадыров, ты настоящий балабон. Ты никто, ты просто пустозвон. Ты не тот человек, который поедет там, где опасно, где война, где стреляют. Вот, к примеру, по городу Львову стреляют ракетами. Ты даже сюда не сможешь приехать, не приедешь. Ты там делаешь какие-то ролики, идиот ты конченый. На какой-то заправке ты сделал ролик, и, ну, понятно, мы даже определили, какая это заправка в Ростовской области. Ты поехал туда и снял этот ролик. Также хотелось бы, я думаю, то, что вчера ты в своем интервью когда-то разговаривал. Кстати, скоро будет, иншаллах, очень интересное интервью. Ждите, будет публикация вместе с Анзором Масхадовым. Иностранные журналисты приезжали, делали интервью. И в своем интервью ты сказал насчет насчет призывов, да, вот в частности. Мы никого сюда не призываем, не зовем. Почему мы не зовем? Ну, у меня такой принцип, с одной стороны, я не хочу никого призывать. Люди сами должны решать, в первую очередь, понять, зачем.
чтобы намерение, чтобы перед Аллахом он пришел к этому, что вот я должен поехать или не должен поехать. То есть человек сам должен решать, для чего поехать. К примеру, я знаю, я почему сюда приехал, ради чего приехал. Это лично мое, это между мной и Всевышним Аллахом. То есть мое намерение, чистое намерение перед Аллахом.